Всем привет! С вами Кристина Басевская, и в эфире «Город говорит». А говорит город сегодня с замечательным профессором Александром Самуиловичем Кацевым. Здравствуйте! Добрый день. Давайте мы с вами поговорим сначала. Я родился в этом городе, я всю жизнь прожил в этом городе, и у меня масса историй, связанных с городом, людей, которых сегодня никто не помнит. Сегодня ужасная вещь происходит. Сегодня переименовывают улицы. Сегодня пытаются забыть всю историю, как будто она началась вчера. А город имеет давнюю, древнюю историю, и поэтому к городу ходило огромное количество замечательных людей, которые вписали этот город в свою биографию или автобиографию. Ну, несколько примеров. В нашем оперном театре, который тогда находился в Дубовом парке, в нашем оперном театре работали два замечательных человека, кроме великой Бибисары Бишиналиевой и так далее и тому подобное. По этому городу ходил дядя Миша Исамбаев. А он был вместе со своим народом, мусульманским, кавказским народом, он был депортирован сюда. Причем он принадлежал к тому народу во всех этих республиках кавказских, мусульманских. Один народ оставляли там, а второй народ депортировали. В общем, чеченцев и ингушей депортировали. И вот в оперном театре работал великий танцор дядя Миша Исамбаев, потом он стал Махмудом Исамбаевым, и мог умирающего лебедя станцевать около Алатау. И второй Идрис Базоркин, который был администратором, который стал великим ингушским писателем. По этому городу ходил приехавший с фронта Кайсын Кулиев, народ которого был депортирован сюда, а он был орденоносец, и он мог жить во всем Советском Союзе, в любом пункте. Он приехал сюда к своему народу, и по этому городу ходили два замечательных, голодных молодых человека. Которые занимались переводами. Которые для того, чтобы поесть, они взяли вторую книгу романа Садыкбекова «Кенсу» и перевели на русский язык. И вы посмотрите, как отличается второй том, переведенный Айтматовым и Кайсыном Кулиевым. Здесь работала, по-моему, Эриксонная фамилия, любимая женщина Маяковского. История продолжается, когда один из молодых людей приехал в Москву со своей второй повестью «Джамиля», то одна из любимых женщин Маяковского, Лили Брик, познакомила его со своей сестрой Эльзой Триоле, и она перевела на французский язык Джамилю. А муж у нее был председателем коммунистической партии Франции. И когда вышла Джамиля на французском языке, вот с чего начинается Айтматов. На русском языке вышла лицом к лицу, а Джамиля вышла сначала на французском языке. Тогда все было открыто, тогда они ходили здесь по улицам. Я никогда не забуду. Мать же 2 раза была директором русского театра. И она ушла 1 раз, потому что ей объяснили, что ее национальность, группа актеров, не соответствует ее должности. Она развернулась, ушла, сказала: не пошли бы вы. И сидела у окна, это действительно история. По городу ходил, может быть, не гулял, а смотрел, что к чему. Совершенно блестящий хозяйственник, подчеркиваю, хозяйственник, который потом стал первым секретарем ЦК Компартии Киргизии. А тогда он был первым секретарем горкома партии. Это был Тардакун Усубалаев, который увидел в окне, говорит: что сидишь? Она говорит: никуда не пойду. А она пыталась научиться шить и этим зарабатывать. Машинку купила и все эти дела. Он говорит: хватит дурака валять, возвращайся. Она пошла опять работать. То есть тогда власть, вот она была рядом. Власть, которая знала, что происходит. И если первый секретарь горкома или первый секретарь ЦК приходил на премьеру,
то вся остальная бюрократическая сволочь, она шла, конечно, за ним. Сволочь – это Маяковского выражение бюрократическое. А вот вы говорите, вы заставляете студентов читать. Сейчас молодежь не читает или читает не то? Она приходит, я могу говорить только о наших гимназиях. Те, кто приходит из гимназии, они, как правило, литературу не знают. И не знают они литературу, потому что учителя не знают литературу. Ну, приведу пример. Мы давно уже делаем наши хрестоматии, учебники для того, что отбирая лучшее, отбирая самое-присамое, можете называть область, я вам скажу, и это есть, и киргизская литература есть. И изображение революции, вот к юбилею мы сделали электронную книжку, и первые российские писатели, и первые киргизские писатели, о которых никто не знает. Это все надо сбросить. Все это дело на флешку. Кстати, я вам принес вашу флешку. Понимаете, никто не хочет, надо прийти или дать свой электронный адрес. Мы Не хотят читать? не хотят читать, не хотят заботиться о своих учениках. Вот пандемия показала одну очень интересную вещь. Вы знаете, я открыт всегда. Только ташкумырская учительница, которая меня все время теребит, что еще сделано кафедрой, это не наши функции, а это общекультурная вещь. То есть, если не мы, то никто. Она собрала учителей Ташкумыра, и на удаленке я прочитал 2- или 3-часовую лекцию, Елена Михайловна тоже. И вторая организация – это Узбекско-Киргизский университет в Аше. То же самое. Они позвонят, скажут, можете? Могу. То же самое и здесь. Вы можете называть любую сферу, там, новейшая русская литература. Есть 3 тома. Причем Но мы никто не делаем берет. как не хотят. А Министерство образования наше как-то А заинтересовано? вот сегодня я отправил в Министерство образования в Россотрудничество 42 книжки электронных. Надо их открыть, надо их посмотреть, надо их прочитать. Если мы выпустили 2 хрестоматии по киргизскому языку для изучения киргизского языка, и сколько я не говорю, ребят, возьмите. Когда я обращаюсь к кафедрам киргизского языка, а мы взяли первое, это сказки, начиная с Пушкина и Гауфа и заканчивая Киром Балычевым. В переводе 17 авторов, 22 сказки. На русском и на киргизском языке. Не знаешь киргизского языка? Посмотри на русском. Здесь же еще, кроме переводческой деятельности, кроме овладения киргизским или русским языком, очень важный эстетический момент. И вторая – сказки народов Киргизстана. 12 сказок, те, которые... Почему грузину надо учить киргизский язык? Какая мотивация? А вот на киргизском языке есть грузинская сказка. А дальше все. А насколько эта литература оказалась востребованной? Потому что в нашей стране очень любят говорить про изучение кыргызского языка. А насколько вы действительно А я вам становится учить? скажу, значит, выпустили тираж, по-моему, стоит 1000 экземпляров, выпустили, по-моему, 100 экземпляров, и все разобрало высокое начальство. И все. И все, дальше ко мне пришли, попросили эту книгу, причем она в электронном виде лучше, чем то, что выпустила вот этот первый том, комиссия по госязыку. Они сделали мелкий шрифт и убрали картинки. А в электронном виде она с картинками, с иллюстрациями, яркая. Потом ко мне обратилась, есть, оказывается, какой-то отдел по языку в Джугурку-Кенеше, дама, сказала, я слышала, я ей отдал книгу, она сказала, все, я вам возвращу книгу, мы напечатаем, раздадим по всем школам, проведем презентацию, пригласим детей, ну и все. И все, на Она этом всё пропала. закончилось. Дальше комиссия не Горкинеша, а нашей мэрии кто-то там тоже языком занимается. Пожалуйста, издавайте. Ребенок в электронном виде будет даже лучше читать. Понимаете, это когда, если говорить об учебниках, то учебники бумажные 2-го года пользования, если вы не купили в магазине, а пользуетесь тем,
которым уже невозможно, они уже Ну, уже не очень. пожамканные. Скажите, а у нас отношение к эпосу Манас такое же, как и к языку? Потому что мы Да. носимся с двумя вещами, с языком и с эпосом. Ну, мы не носимся, Ну. а оно как флаг. Да. Вот он высоко, Что он нас- красиво. Ничего, я, ну, пожалуюсь. Я вообще не жалуюсь, как вы знаете, но пожалуюсь. Я узнал недавно, что меня вывели из Совета по защите диссертаций по литературе и журналистике. Я уже не член Совета, я свободная личность. Почему? Сказали принципиальные сильно. Потому что когда я начинаю объяснять, что если защищаешь диссертацию по Манасу или по Айтматову, надо прочитать. Кстати, вы говорили, что эпос Манас – это книга, о которой все говорят, но никто ее не читает. Совершенно верно. Хотя есть совершенно уникальные издания. Вот посмотрите, на площади некоторое время тому назад выступал великий акын современности. 14 с лишним часов он исполнял. Сколько народа слушали, получая удовольствие от художественного, от культуры, и сколько смотрело это как спортивное соревнование. Вторых И больше. когда говорят, что Манас войдет в книгу рекордов Гиннесса, не понимают, что войдет Акын, который 14,5 часов исполнял. А Манас так и останется. Есть совершенно блестящий пересказ Манаса Рудова и Мусаева, краткий пересказ на русском и на киргизском языке, и издание есть вплоть до миниатюрных. И сейчас Мамая перевела переложила стихотворно на русском языке Светлана Суслова. Это такой большой красивый том. Есть еще одна вещь. Манас бы читали, если бы не совершили ошибку, когда вводили Манас в школьную и студенческую программу. Почему? Потому что пошло насилие? Нет, не поэтому. Ну, потому что Какой если может ты быть хочешь отбить у ребенка все желание читать, задай ему на из-под палки? летние каникулы Из-под палки. вот Все такой правильно. вот список и попробуй проанализировать самоубившихся сейчас поэтов. я вам скажу. Не поэтому, а потому что назвали предмет манасоведения. Как надо было А назвать? манасоведение – это не текст Манаса. Это история функционирования. Кто из монащи исполнял, когда, кто и что. То есть это нужно фольклористам и филологам. Школьникам и студентам нужен текст Манаса. Я читал Манас, ну, в русском, конечно, переводе. И я написал о том, что Манас не есть героический эпос, а есть санчара, есть такой у киргизов главный жанр, который есть, центральный. И идея Манаса совершенно гениальная. 1500 как минимум лет тому назад, а то и больше. Идея Манаса, что надо собрать киргизов из их компактного проживания и проживания киргизов далеко. Каныкей никакая не таджичка. Это все при переводе Липкин. Ему надо было показать дружбу народов. Это киргизская, живущая среди таджиков. И одна из частей называется «Возвращение Семетея из Бухары в Талас», куда ей пришлось бежать после смерти великого великого мужа от заклятых друзей. Да. И если соединить вот эти две ветви киргизского народа или 40 родов, то дети уже не будут относиться, думал к этому автор как к Манаса. скучному произведению. Он не будет относиться ни к тому или другому роду, а будет представлять единый киргизский народ. Вот совершенно гениальная идея, совершенно гениально сделана. А мы до сих пор считаем, у нас родовое понятие. Мы считаем, а сколько южных у нас на 7-м этаже сидит, а сколько северных сидит, а кто президент, южный или северный. Вот эта вот мечта, она осталась. А сделано это гениально. Ну, представьте, 1500 лет тому назад, во-первых. Во-вторых, Манас опровергает ходящее сейчас
представление, что киргизы были кочевниками. Киргизы не были кочевниками. Это совсем другая цивилизация, оседло кочевая. Поэтому не надо было их сажать на землю, как другие народы сажали, и заставлять есть овощи. Это оседло-кочевая цивилизация. Если у киргизов есть пословица «пусть предки в наследство мне оставят лучше посаженное дерево, чем обильные стада», понятия у кочевника такого быть не может. Он просто не А может. в Манасе есть, что тогда, когда Китай, которые к китайцам не имеют никакого отношения, здесь и радостно говорят, Манас там дрался с китайцами. Китайцы совершенно по другим названиям идут в Манасе. А Китай – это одно из племен киргизов. К нему, кстати, относился Чингиз Айтматов. И вот это вот очень воинственное племя, оно вытеснило. И тогда другие рода, или роды, точнее, дошли до совершенно мистических мест. И там собрались, там переформировались, начали заниматься земледелием для того, чтобы собрать силы и прочее, прочее. Возвратились и выдавили этот род, и он вот теперь обитает в Таласе. Ну и теперь, возвращаясь от литературы к тому, с чего я начала, про образование. Образование. Какое образование нам надо? Во-первых, Подождите, это арифметика. немного ли Кристина. 53 вузов на 7 кто миллионов подождите, населения? А кто считал? Ну, во-первых, 7 миллионов опять это все Ну, часть. метафора. Ну, Это все метафора. Значит, кто считал и сколько нужно? Здесь считал ли кто-то, я бы спросила. никто. Это арифметика. Значит, надо начинать, во-первых, с университетов. Во-вторых, сделать одну вещь элементарную. Посчитать, сколько выпускников какого университета работает в стране. То есть мы работаем на страну или мы работаем на Германию, мы работаем на месяц. А мы работаем, по-моему, на Мексику. какой-то поток, где главное выпустить человека, а пойдет он куда-то или нет, и что там это дальше же будет? все деньги и Да. человека, и страны. А самое главное – качество. Поэтому в этом случае надо посчитать не с университетов, а с сел. И записать, сколько учителей физики в каждом или нужно будет через 5 лет. И надо, если одного, то надо 1,5 посылать студентов. Ну, условно, потому что кто-то женится, кто-то выйдет замуж, но кто-то возвратится. А дальше все практики проходить дома. В этом случае снизится проблема наркотиков. Это элементарно. Если ребенок будет каждые полгода приезжать домой на практику. Я 18 лет проработал в Женпединституте. И по осени приезжали руководители областей и кричали, Иссыкульские. Приходили дети из сел Иссыкуля, которые учили в Женпеде. Вот тебе мясо, вот тебе овощи, вот тебе все остальное. То есть о них заботилась. И они потом возвращались обратно? И Если университет, он тогда был один, давал 6% средних тех, кто возвращался, а там это было плановое хозяйство, то Женпединститут до 78%. Я очень хорошо знаю Нарынскую область, потому что я по школам ездил, набирал девочек, привозил в Женпеде, они были почти как в интернате, их кормили каждый день. А это нужно ребенку. А если кто-то жил дома, то ему выдавали сухой паек. Это все было продумано. Что вы думаете про систему онлайн-образования? Сейчас скажу. У меня свой совершенно отличный от всех. Онлайн – это заочное образование. Ну, подтвержденное Заушное. техникой. А раз так, то начиная с 1 класса необходимо учить ребенка добывать самостоятельно знания. Это элементарно. Это не сегодня, не завтра, не позавчера. Что надо было сделать? Тоже писал в одном из памфлетов или в 2. Надо было связаться с какой-то китайской фирмой, задолго до болезни я это писал, и закупить гаджеты.
и каждый ребенок получал бы гаджет на 11 лет. Не бесплатно, родители платили. Говорят, дорого, дорого, но на 11 лет они это. Или, может быть, на 10 лет, потому что здесь тоже мы начали с вами с того, что никто не... И в гаджет министерство должно было выпускать не бумажные учебники и там потиражные платить элементарно. Получала рукопись, ее распечатывала на флешку по всей республике. Можно было все ошибки выявленные исправлять. И ребенок бы получал, кроме, первый класс, кроме азбуки и арифметики, всю справочную литературу для своего возраста, всякие энциклопедии, всякие справочники. Значит, ребенок должен был учиться самостоятельно добывать знания. Почему все плачут, что вот онлайн-образование не устраивает? Потому что дети не умеют самостоятельно добывать знания. Почему я и сказала, что это не заочное, а заушное? Потому что учился тот, кто хотел, а остальных просто за уши притянули к каким-то оценкам, а кто-то вообще лежал и даже не открывал онлайн-занятия, все равно им поставили. Ну, то есть вам не кажется, что это не наша система, не для Кыргызстана? Это система наша. Но у нас есть очень интересные знаковые вещи. Тот, кто хорошо относится к предмету, он в постели слушает лекции. Тот, кто плохо, простите за выражение, на унитазе. Надо сделать модным образование. Если мода на Бунина, например, и ты в глазах тех, с кем общаешься, будешь там совсем темный, то тебе захочется, ты возьмешь Бунина и будешь с удовольствием доказать девушке, что ты не совсем вообще. С киргизским языком то, что у нас сегодня происходит, нет идеологии, страшное слово идеология. Да. А идеология должна быть, все представители титульной нации должны знать язык, и киргизов учить киргизскому языку нужно по особым методикам. А дальше инородцы нужно выработать идеологию. Для чего инородец должен учить их не так много, 350, чуть больше тысяч осталось всех инородцев в стране. Для чего? Для того, чтобы на базаре спросить, почем и почему? Для того, чтобы инструкции, я сейчас получаю из Министерства образования инструкции на киргизском языке. И инструкции читать или читать древнюю, вот новую, наверное, киргизскую литературу. Понять культуру, понять, о чем это. Да, вот я вам рассказал историю с Кайсыном Кулиевым и Айтматовым. Интересно. Так сделайте это все интересно. Когда я начинаю, старик занудливо спрашивать, собирается вводить госэкзамены по киргизскому языку и литературе, я спрашиваю, кто будет читать студентам и школьникам киргизскую литературу? Мне говорят учителя киргизского языка, а вы проверили, они на родном языке читали литературу. Есть такой совершенно уникальный человек, дипломат, доктор наук филологических Кубан Мамбеталеев. И он когда-то к юбилею Байлинова проверил работы киргизоведов, а с Байлинова начинается с рассказа Аджар, киргизская письменная литература. Проверил работы киргизоведов. Оказалось, ни один киргизовед Аджар на киргизском языке не читал. Понимаете? Поэтому в этом случае, когда говорят язык, для чего, как? Если кафедра выпустила сейчас трехтомник киргизской литературы в лучших переводах, и третий том – это зарубежные писатели о Киргизии. Набоков писал о Киргизии, Симонов писал о Киргизии. Целая книга. Предлагаю, ребят, возьмите, почитайте. Я захотела почитать, надо будет. Вот она у вас есть. Вот, на флешке. Понимаете, поэтому в этом случае все есть. Одним учителям это надо, вот как учительница 65-й школы, раз в 2-3 недели она мне звонит, что вышло, она адаптирует наши электронные книги, и ученики и учителя их получают. А надо ли это нашему правительству и парламенту, потому что инициативы и какие-то указания исходят от них? Кому? Правительство и парламентарии, они разные. Есть совсем, мягко говоря, когда я чего-то пишу,
то в этом случае я хихикаю про себя, такая гнусная у меня есть качество. Потому что парламентарии меня встречают и начинают благодарить за то, где я их подначиваю. Понимаете, если они, вот есть элементарная вещь, нужно еще одно, запрет, прошу прощения, это же страшная вещь, запрет. Запретить чиновникам учить своих детей за границей, запретить чиновникам учить своих детей в других областях. Запретить им личный транспорт и такси. Ну, это... Пусть поездят на маршрутках. Да, а это уже был полуанекдотичный случай, запретить ему когда отдыхать один из за границей. депутатов сказал, что нельзя ездить депутатом. Ему объяснили, что если кто-нибудь в маршрутке переполненный узнает, что он депутат, его на полном ходу выбросят. Потому что, когда я говорю депутатам, что мы кормим 120 бездельников, они не говорят, что они не возмущаются словом бездельники. Они говорят, ты меня не кормишь. Я говорю, как? Я же плачу налоги. А из этих налогов... Я все время предлагаю, ребята, нужно 10 экономистов, ну... и 10 юристов, и никакого парламента, чтобы они сделали то, что надо, то, что выгодно нашей стране. Если у нас, ну, условно, я насчитал 7, может быть больше, 7 систем высшего образования. Для это маленькой опять страны. арифметика. А какой из них выгодно нашей стране? Американская система, арабская система и так далее. Какое? Может быть, нам не нужны 11 классов. Может быть, нам нужна десятилетка, как это было при советской власти. Может быть, нам не нужно вот это трехуровневое образование западное, а пятилетка, которая готовила специалистов. А аспирантура сегодня не предусматривает написание и защиту диссертации. А потом еще приходится идти доучиваться. Все доведено до полного абсурда. Да, у нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо вам большое И за вам этот спасибо. разносторонний диалог. Было очень интересно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, делитесь нашим видео. Нам будет очень приятно.